Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня». В студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Особое внимание в адрес коррупционных случаев. В Якутии обсудили вопросы обеспечения правопорядка. Развитие и поддержка бизнеса. Правительство республики провело встречу с предпринимателями. Наносим предпоследние штрихи. В Якутске завершаются работы по строительству школы-интерната для детей с нарушениями речи. Материнство должно быть счастливым. В республике состоялся 10-й городской фестиваль беременных «Мама-малыш». Инсталляция, где каждый может сделать вклад в экспозицию. В Национальном художественном музее стартовал ряд мероприятий, посвященный 120-летию со дня рождения якутского ученого Михаила Габышева. Расскажем подробнее. В Якутии обсудили вопросы обеспечения правопорядка. Участникам совещания была представлена информация о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, которые были выявлены Министерством финансов республики, Счетной палатой и прокуратурой Якутии. Речь шла об организации работы комиссий по трудовому и бытовому устройству лиц, освободившихся из места лишения свободы, обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, отбывших наказание в виде лишения свободы, о мерах по профилактике правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Особое же внимание глава республики обратил на персональную ответственность руководителей за организацию государственных закупок, определение подрядных организаций и качество принимаемых работ. Глава Якутии призвал ужесточить меры в отношении недобросовестных подрядчиков, которые, не исполнив взятые на себя обязательства, порой и уходят от ответственности. Авиакомпания «Якутия» войдет в состав единого авиаперевозчика Дальнего Востока. Подобное решение стало ответом на беспрецедентные санкции Запада, с которыми столкнулись представители авиационной отрасли России. Подробности в материале Светланы Амосовой. Руководство дальневосточных аэропортов и авиакомпаний определили задачи по повышению качества авиаперевозок в регионе. Как отметил глава республики Айсен Николаев, сейчас жители Якутии смогут воспользоваться льготными авиабилетами до Благовещенска, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, Хабаровска. Такого раньше не было. Поздравляем участников с подписанием оценочного соглашения. Мы считаем, что сейчас уже надо сосредотачиваться на том, чтобы субсидирование с федерального бюджета было по внутрирегиональным маршрутам дальневосточных субъектов. Для нас всех это еще раз очень важный вопрос. Только по одной Якутии у нас свыше 190 внутрирегиональных маршрутов, которые могут быть субсидированы. Объединение компаний позволит консолидировать решение вопросов расширения маршрутной сети, повышения эффективности деятельности авиакомпаний, аэропортов, роста качества и доступности авиационных перевозок. Я вам еще маленький пример приведу. Наши коллеги из Анадыря, с Чукотки, прилетели сюда к нам в Якутск через Москву и улетать будут точно так же. То есть из Анадыря Москва и Якутск, и также будут улетать. Наша задача, вот представьте, было 6 компаний, все работали по собственным тарифам, по собственной маршрутной сети, не было стыковок. Наша задача – организовать единый билет, чтобы с Анадыря до Якутска можно было с минимальной потерей времени добраться. По единому тарифу, по единым стандартам. В соответствии с поручением президента Российской Федерации о создании единой дальневосточной авиакомпании принято решение о вхождении авиакомпании «Якутия» в состав авиакомпании «Аврора». Сегодня у нас состоялось, не побоюсь этого слова, эпохальное событие. Мы вступили, как говорится, в новый этап жизни авиакомпании «Якутия», авиакомпании «Аврора». Мы теперь единая дальневосточная авиакомпания, что нам позволяет более увереннее смотреть в будущее и действительно улучшать свое качество услуги и продукта. Также глава региона отметил необходимость продолжения реконструкции республиканских аэропортов, ремонта воздушных судов. Сегодня маршрутная сеть единой авиакомпании включает в себя почти 390 маршрутов. Объем финансирования из федерального бюджета программы субсидирования авиаперевозок между регионами Дальнего Востока в 2022 году составит свыше 5 миллиардов рублей. Светлана Амосова, Татьяна Филиппова, Григорий Хлопков, Якутск.
В Якутске открыли памятник выдающемуся организатору и крупному специалисту горнодобывающего и ювелирного производства Якутии и страны Тарасу Десяткину. Монумент появился рядом с домом, где трудился видный государственный деятель. Тарас Десяткин руководил объединением «Якутзолото» в 70-е и 90-е годы. За это время были достигнуты высокие показатели по добыче золота и введены в действие крупные производственные мощности, такие как депутатский оловорудный комбинат и Сарылахский горно-обогатительный комплекс. Ну, это был эрудированный руководитель, которого мы все уважали, ну, можно сказать, иногда побаивались. Он был очень компетентный и всегда, ну, при этом он всегда прислушивался к мнению специалистов. Это был настоящий талантливый руководитель, который прошел, можно сказать, огонь и воды. Он знал все производство, знал экономику. С ним было, с одной стороны, трудно, но с другой стороны очень легко работать. Свыше 130 предпринимателей сельского хозяйства и пищевого производства совместно с правительством республики обсудили ряд важных вопросов по дальнейшему развитию и поддержке бизнеса. Как отмечают организаторы мероприятия, в текущих реалиях немаловажно говорить о продовольственной безопасности и уровне самообеспеченности региона. Важно поддерживать местных сельхозпроизводителей для того, чтобы республика имела возможность обеспечивать как минимум потребности населения. Уже неоднократно проводили подобные мероприятия и получаем очень хороший эффект в виде мер поддержки, резолюций. У нас создаются какие-то дискуссии. Наша задача представлять бизнес и представлять интересы бизнеса и строить данный диалог с местной властью. Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк в очередной раз провел встречу с семьями мобилизованных нерюнгринцев. От жителей района продолжают поступать вопросы по единовременной выплате. Для оперативности в решении этого вопроса правительством республики в военные части направлены специалисты регионального Минтруда, которые обеспечат передачу данных по военнослужащим. В ближайшее время процесс выплат пойдет более быстрыми темпами. По-прежнему остаются вопросы к банкам. Некоторые кредитные организации крайне медленно решают даже такие элементарные вопросы, как пересылка доверенностей. Представители предприятий района также проконсультировали всех, у кого были вопросы по мерам поддержки со стороны компаний. В целом же работа с семьями мобилизованных продолжается и в большинстве случаев носит адресный характер. Сейчас с нами отрабатывается вопрос по бесплатному проезду. На территории поселения мы направили запросы, ведется работа с поселением, чтобы они могли предоставить бесплатный проезд семьям мобилизованных на территории поселений. Также разработаны меры по досуговой части, чтобы семьи могли с детьми посетить наши объекты. Так они могут прийти бесплатно посетить объекты стадион «Горняк». Глава Ленского района Жумарт Бельманов провел встречу с родственниками мобилизованных ленчан. Встреча состоялась в формате вопрос-ответ. Она проходила с участием представителей социальной защиты и заместителей главы. Они рассказали родственникам о мерах поддержки, предоставляемых на республиканском и районном уровнях. Подробнее о событии смотрите в сюжете наших коллег. Менге Булдан с семьей приехала в Ленск 2 месяца назад на постоянное место жительства. Супруги сняли квартиру, сразу же взяли кредит на улучшение жилищных условий, так как муж девушки нашел хорошо оплачиваемую работу. Все получилось, как планировали, но счастье омрачила мобилизация. Мы сделали прописку тут, и ему с военкомата позвонили, сказали встать в учет. Он встал в учет, ему сразу повестку дали. Вот вечером уезжаешь, и все. Он тут проработал даже месяц, не хватило полмесяца, может, проработал. С 1,5-годовалым ребенком на руках и кредитом Менге осталась одна в чужом городе. Узнав о встрече с главой района, девушка решила прийти и попросить помощи. Жумарт Бельманов пообещал девушке, что ребенок будет устроен в детский сад, а также уже сегодня будет решен вопрос с банком, выдавшим заем семье. Сейчас приемную доставите данные, завтра будет вопрос от работы, и вам дам ответ. Я думаю, что это неправильно, конечно. В процессе встречи глава района рассказал о мерах поддержки, которые сегодня оказываются семьям мобилизованных. Это единовременная выплата из республиканского бюджета в размере 200 тысяч рублей и 50 тысяч рублей из бюджета Ленского района. Начальник социальной защиты рассказал и о других мерах поддержки семьям мобилизованных. Мобилизованному гражданину ему полагается повышенная стипендия
Санаторно-курортное лечение раз в 3 года будет полагаться родителям военнослужащих. Также на встрече была отмечена и гуманитарная помощь, которую сегодня район оказывает самим мобилизованным. Это и обмундирование, лекарственные препараты и продукты питания. То, что касается всего остального, конечно, это сложно. Когда ребята уже будут на месте дислокации, мы с ними связь поддерживаем, определим, и тогда уже если со мной поехали, все станции ребят, мы то, что необходимо, то, что наши возможности закупим, и ребятам доведем. В ходе встречи родственники задавали и личные вопросы. В их решении глава пообещал принять непосредственное участие. Жумарт Абельманов уверил семьи мобилизованных, что встречи будут регулярными. Очередная запланирована уже на эту субботу. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. В Якутии в рамках проекта «Местные кадры в промышленность» трудоустроено свыше 10 тысяч человек, из которых больше половины – молодежь до 35 лет. В Министерстве промышленности и геологии республики отметили рост количества трудоустроенных на 19% по сравнению с показателями 2021 года. Напомним, республиканская программа «Местные кадры в промышленности» действует с 2017 года. В ней принимают участие около 43 компаний. Всего за эти годы по программе трудоустроилось более 36 тысяч человек, из которых 7 тысяч нашли работу в Алроса. Ну а на 14-й фабрике Айхальского горнообогатительного комбината ремонтируют мельницу мокрого самоизмельчения. 3 таких агрегата измельчают алмазоносную руду. В работе сейчас 2, так что процесс обогащения идет в плановом режиме. Ремонтируют оборудование подрядчики Треста «Алмаз-Техмонтаж» и специалисты Центра сервисного обслуживания фабрики. Работы рассчитаны примерно на месяц. Ремонт мельниц проводится по программе плановых профилактических ремонтов, по программе годовой и программа крупноузловых ремонтов. Ремонт мельницы предусматривает ее долговечность и длительность в эксплуатации. Сегодня на обогатительную фабрику поступает руда из карьера «Юбилейный» и подземного рудника «Айхал». В 2022 году Айхальский комбинат планирует обработать свыше 8 миллионов тонн руды. Ежемесячную помощь на 3-го и последующего ребенка в этом году в республике получают 11 154 семьи в рамках нацпроекта «Демография». Размер данного вида поддержки сопоставим с прожиточным минимумом. В 2022 году в арктических районах он составил 25 552 рубля, в Центральной Якутии – 21 403 рубля. Кроме того, мат-капитал на 2-го ребенка в этом году получили 1295 семей республики. Для детей, рожденных после 1 января 2020 года, его сумма составляет 207 943 рубля. Завершаются работы по строительству школы-интерната для детей с нарушениями речи в Якутске. Сейчас готовность объекта 86%. В процессе внутренняя отделка и монтаж фасада. Напомним, первая свая была забита в мае прошлого года. Когда планируется ввод здания, расскажет Светлана Амосова. Осталось всего пару месяцев до запуска долгожданного объекта. Двухэтажная речевая школа общей площадью 3000 квадратных метров практически готова. Сейчас задействовано в работе около 60 человек. Работы ведутся на сегодняшний день установка дверей и плитки. Осталось установить потолки, покрасить стены и роспись, дизайн по стенам. Установка парт, столов и оборудования для кухни, холодильники, стиральной машинки. Бытовая техника. Школа рассчитана на 120 мест, а интернат на 100 детей. Это в 2 раза больше, чем в старом здании. Здесь предусмотрены все условия для комфортного пребывания школьников. Установлены специальные лифты-подъемники для маломобильных учеников. Разместят учебные классы с современным мультимедийным оборудованием для адаптации учебных программ. В связи с вводом нового здания нашей школы имеются, конечно, очень большие планы, перспективные. Работаем в соответствии с нашей утвержденной программой развития школы до 2024 года. У нас планируется реализация в полном объеме проекта «Региональный ресурсный центр по коррекции речевых нарушений учащихся». Отопление в здании запустили 2 недели назад, поэтому внутри тепло и светло. По проекту на 1-м этаже в школе будет столовая, большой спортивный зал, библиотека, актовый зал с эстрадой, кабинеты для логопеда, кружков и творческих занятий. Именно такие классы необходимы для учеников. Мы после обеда проводим коррекционно-развивающие занятия, такие занятия, как логопедия, развитие речи, произношение
В этих тренировочных занятиях мы ставим звуки и развиваем связанную речь. Конечно, больше всего ждут переезда в новую школу учителя и ученики. Сейчас в образовательном учреждении обучаются около 200 детей из 20 районов республики. Настя Коробейникова, ученица 10 класса. Имеет множество достижений на республиканском и всероссийском уровнях. Занимается в студии каре бисероплетением и мечтает в будущем открыть свою кондитерскую. Мы шьем украшения якутские, и с каждым годом мы изучаем новые техники. Мы ждем новую школу, чтобы еще больше развиваться. У нас очень много планов, целей. Я очень рада, что учусь в нашей школе. Я очень многого добилась. Благодаря строительству новой школы-интернат для детей с нарушениями речи откроются двери в мир знаний и увлечений. Для этого и создаются все необходимые условия. И уже в декабре школьники смогут увидеть итоги масштабного проекта. Светлана Амосова, Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Якутск. Центр опережающей профессиональной подготовки Якутии за 2 года стал единым оператором образовательных ресурсов региона. Центр подготовки реализовал проекты регионального и федерального уровней, расширил круг партнерства и зарекомендовал себя как значимый участник в системе регионального образования. Сегодня Центр предлагает населению Якутии бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости», бесплатное обучение малоимущих граждан в рамках социального контракта, выездное обучение местных жителей по рабочим профессиям по проекту «Передвижной учебно-строительный комбинат «Пуск» в рамках гранта главы республики и много других проектов. Наш ЦОП – это активно действующий, такой творческий, на самом деле, центр опережающей профессиональной подготовки, который связывает между собой рынок труда, различные категории населения, профессиональные образовательные организации, вузы. И в рамках упаковывает образовательные программы, делает образование быстро меняющийся рынок труда, подстраивает их друг под друга. Ну и мы считаем, что это очень правильная и эффективная форма работы. Охрана материнства и всеобъемлющая поддержка будущих мам сегодня приоритет государственной политики в области семьи. Очередным подтверждением этому стал 10-й городской фестиваль беременных мам-малыш, который прошел в Республиканском перинатальном центре. Главными героями мероприятия по традиции стали будущие мамы, а также дети, которые еще несколько лет назад принимали участие в первых фестивалях, находясь в утробе матери. Обо всем подробнее расскажет Анна Пшенникова. Основной целью фестиваля «Мама-малыш» стала популяризация беременности и материнства как главного события в жизни женщины. А название светлого мероприятия в полной мере отразило его суть. Мама и малыш – это единое целое. Организаторы фестиваля, в числе которых общественная организация «Лига женщин» города Якутска, Республиканский Минздрав и Якутская клиническая больница, не раз подчеркнули, что залогом здорового общества является счастливая семья. И каждый из них на своем посту готов работать над созданием благоприятных условий для будущих и состоявшихся мам. Дети, которые сегодня под сердцем матери, они увидят свет именно в этот год и юбилейный год, когда они будут детьми столетия. Этот фестиваль надо продолжать. И самое главное – добиваться того, чтобы помогать нашим мамам рожать здоровых детей, и чтобы семьи, дети росли в благополучной, здоровой, гармоничной семье. Программа фестиваля получилась весьма насыщенной. На площадке работали аниматоры, дети веселились на шоу мыльных пузырей и, конечно, на фестивале не обошлось без конкурсов. Младенцы приняли участие в забеге ползунков. Папы на скорость пеленали кукол, а будущие мамы представили свои образы в конкурсе видеороликов. Жду четвертого ребенка, да. Решила принять участие, когда мне предложил мой врач. Я выбрала образ ангела, потому что я считаю, что любая мама, она ангел для своих детей. Помимо развлекательной программы, фестиваль порадовал полезным содержанием, в частности, мастер-классами. Мамы и их подросшие дети учились плести макраме,
готовили супы под руководством опытных технологов, а кроме того, могли получить квалифицированную медицинскую консультацию. Для беременных женщин и мам с младенцами мы подготовили также мастер-классы. Они встретятся со специалистами, остеопатами, массажистами, с узкими специалистами. Да? Ну, вы видите, вот у нас мастер-класс даже по приготовлению здоровой пищи, как для беременных женщин, так и для деток. Закончился фестиваль подарками и юбилейным тортом. Участницы получили заряд позитива и уверенность в том, что в беременности и материнстве они не останутся наедине с проблемами. Ведь главная идея фестиваля «Мамалыш» – материнство должно быть счастливым. Анна Пшенникова, Семен Семенов, Якутск. Ряд мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения якутского ученого Михаила Габышева, стартовал в Национальном художественном музее. Этот год является юбилейным не только для самого мецената, но и для его коллекции западноевропейского искусства, переданной в дар Якутии 60 лет назад. Подробнее о программе узнала моя коллега Марфирина Алексеева. В далеком 1962 году для многих якутян, впервые увидевших живопись, графику и скульптуру итальянских, французских, голландских и других западноевропейских мастеров XVI-XVIII веков, такое знаковое событие стало незаурядным и волнующим. В переданной коллекции числится более 250 картин. Когда приходят в первый раз, они очень поражаются тому, что, оказывается, в Якутии есть подлинные произведения западноевропейского искусства XVI-XIX веков. Большую часть составляют в произведения итальянских художников, но кроме того также и широко представлена Франция. Есть отдельные произведения художников из Германии, из Англии, голландское и фламандское искусство тоже представлено. Цикл мероприятий очень насыщенный и креативный. Откроет его интерактивная инсталляция «Память», состоящая из посланий посетителей, оставленных в разные годы деятельности галереи. Каждый сможет стать одним из авторов инсталляции, оставив свое послание на предназначенных для этого участках экспозиции. Для тех, кому больше хочется почувствовать себя произведением искусства, будет работать фотозона в виде галерейной стены с картинами-багетами. Кроме того, посетить тематические мероприятия и познакомиться с коллекциями Габышева воочию прилетела правнучка Михаила Федоровича, Татьяна Габышева. Я знаю, что прадед был человек с такой стержнем человеческим, он был очень решительным, и у него была железная воля. И я вот задавала вопрос, мне интересовало, я спрашивала: папа, а на какие средства дедушка формировал свою коллекцию? Ну, наверное, это естественный вопрос, особенно во времена, да, такие советские. И на что мне папа сказал, что когда он с ним жил в Минске, например, он там около года с ним жил, он сказал, что у нас дома была, как он выразился, картошка и селедка, то есть никаких деликатесов дома там не было, хотя он был уже человек известный, на руководящих позициях работал. И мой папа считает, что вот этот его аскетизм – это проявление того, что он средства откладывал для покупки коллекции. Коллекционирование картин было лишь увлечением Михаила Габышева. Отдавая много сил искусству, он оставлял силы на общественную и научную деятельность. Михаил Федорович Габышев стоял у истоков государственности республики. Он был наркомом земледелия. Это как министр сельского хозяйства. Вот. Ну и хочу сказать, что человек был масштаба страны СССР, один из первых докторов экономических наук СССР, первый доктор экономических наук Якутии, профессор. Гражданско-патриотическая неделя проводится в рамках празднования столетия якутской автономии. События в рамках недели Габышева проводятся по 30 октября в галерее зарубежного искусства по адресу улица Петровского, 4. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Далее смотрите рубрику «Между тем». Ну а я с вами прощаюсь. В студии работала Надежда Саханская. Всего доброго и до встречи в эфире. Программа «Между тем». Я, Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. В Якутии завершены массовые мероприятия по частичной мобилизации. Во Дворце спорта 50 лет Победы начались обычные занятия, как будто и не было ничего. Рутинные процессы и работа с добровольцами переданы на уровне военкоматов. Об этом заверил военный комиссар республики Александр Авдонин. Точное количество цифр мобилизованных не озвучивается, но, судя по всему, панические цифры о тысячах мобилизованных сильно преувеличены.
Где пруф, скажете вы? Их есть у нас. Координационным центром республики по вопросам частичной мобилизации принято более 400 заявлений от родственников мобилизованных. На телефонную горячую линию поступило примерно такое же количество звонков. Даже если это определенный процент, то цифра сильно отличается от многих тысяч. При этом республика продолжила работу с мобилизованными. Как и в прошлом году при лесных пожарах жители Якутии активно вовлечены в сбор средств для поддержки непосредственно мобилизованных. Не менее большее число людей участвует в мероприятиях по поддержке семей мобилизованных. Буквально вчера я в Телеграме видел новость о том, что жене мобилизованного помогли достроить дом. Руководство республики держит на контроле вопросы выплат и мер поддержки. Это одно из приоритетных направлений работы властей Якутии. Остается пожелать одного, чтобы все благополучно вернулись домой. Время непростое. Увидимся.